Когда я зашел в лагерь и услышал чеченскую речь, прямо в сердце вот так ударилась эта боль. Были те, которые даже говорили: а можно к вам примкнуть, можно с вами. Были такие тоже. Взяли парня насильно, абсолютно нормального, у которого там родственники воевали против русских. Вот за такого ручиться несложно просто. И были такие случаи. Ручались и те, которые и переходили на нашу сторону. Я ветеран чеченско-русской войны, чеченец по происхождению. Здесь уже больше 3 лет в вооруженных силах Украины нахожусь. Приехал посмотреть, кого-то образумить, кому-то мозги просветить, не знаю, как-то. Надеюсь, не все испорчены. В первую очередь очень больно, очень больно. Ни один кавказец, вот именно со здравым смыслом, говорится, не захотел бы увидеть с той стороны человека такого же, как и он, то есть с оружием в руках. Территория очень, я вообще в шоке. Территорию видел вообще, и клубника, и все растет. Как будто попал куда-то в какой-то санаторий. В первую очередь боль, конечно. Совесть мучает за этих людей. Потому что всю историю мы совсем другую сторону пытались показать. А здесь, получается, совсем иная картина вырисовывается. Вот в таких условиях они содержатся. Ну и мы видим при обменах, какими мы отдаем русских и каких взамен получаем, да? Истощенных, просто ужас. Совсем разные люди возвращаются. Боль, сострадание есть, и все эмоции такие неприятные, понимаете, в сердце нахлынывают прямо в одночасье, когда я вижу этих людей. Как у тебя дела? Нормально, алхамдулилlah. Мы же виделись вроде бы раньше или нет? Да, виделись, вот когда приезжали. Ты мне интервью не давал, да? Не давал. Не договаривался. А долго тебя вообще в обменный список не попал? Потому что большинство здесь, вроде бы с которыми я разговаривал, их отправили. Ну, я, не попал, уже 21 месяц пошел, как здесь. Первая встреча, вот когда я зашел в лагерь и услышал чеченскую речь, для меня это вообще был такой момент, такой сложный, переломный в жизни. Вот я прям почувствовал сердцем весь эту боль. Прямо в сердце вот так ударилась эта боль по мне. Она вот так ударила сильно. Я, наверное, на мгновение дар речи потерял. Я вот помню, я приходил где-то минут 20-30 в себя приходил. Я понимал, что вот эти 20-30 минут я не смогу ни с кем вообще поговорить, понимаете? Вот это чувство осознания. Вот все, что, вот эта вся история там, мгновенно в голове вот так пролетела, что они с нами сделали, что они творили с нами, вот с чеченским народом. И вот здесь они сейчас находятся, стоят, разговаривают на чеченском языке. Вообще это просто чувство такого стыда. Даже перед тем персоналом, украинцами даже стыдно было. А сам ты родом из Чечни, получается, из Чеченской республики? Да. Семейное положение, женат? Да. Дети есть? Детей нет. Детей нет. А жена тоже чеченка или? Ну, чеченка, акинка. Ага, понятно. Акинка. Ага, с Дагестана, получается, да? Да. Угу. А родители есть, братья, сестры? Мать есть, и братья есть. Мать, они в Чеченской республике находятся? Да. Ну, получается, мать тебя ждет, братья ждут, супруга ждет, все ждут. Мы надеемся, что ты в скором будущем попадешь в обмен. Иншаллах. Они на меня вообще позитивно реагируют. Вообще с радостью такой, с таким удовольствием говорят. Вот нашлись такие люди хоть среди чеченцев, которые другую сторону показывают. Ну, естественно, за кулисами. Были те, которые даже говорили: а можно к вам примкнуть, можно с вами. Были такие тоже. Взяли парня насильно, абсолютно нормального, у которого там родственники воевали против русских. Вот за такого ручиться несложно просто. И были такие случаи. Ручались, и
те, которые и переходили на нашу сторону. Просто в целях безопасности, то есть мы понимаем, если мы будем показывать, афишировать таких людей, то их родственников просто начнут репрессировать. Понимаете, есть такие, их, признаюсь сразу, как бы редко встречаются, потому что не в том смысле, что их много попадается в плен, а в том смысле, что они просто не доходят до плена, понимаете? Такие люди зачастую просто погибают. 99% такие люди остаются уже лежать на полях Украины. Вот это вот здесь у нас санчасть. Тут каждый день принимает, кто там по скорой, то там даже просто лечение проводит. А стоматологи есть у вас? Да, стоматологи есть, кстати, хорошие, зубы лечат прям. Сам там вот недавно, 2 недели назад зубы лечил. Представь себе. Видишь, уровень. Хирург. Стоматологи, представь. Хирурги. Пломбы поставили. Пломбы поставили, представь себе. Никаких пыток, никаких унизительных отношений, несмотря на то, что они пришли с оружием в руках убивать на чужую землю. Да, они иногда сами с недоразумением вот так смотрят на эту картину, недоверчиво. Потому что к ним отношения не было такое. Они, будучи на войне, не получали такого отношения. Вроде бы они должны были героями казаться в лице их командиров, когда они шли на эту войну. Понимаете? Они этого даже не почувствовали. Вы не должны были здесь находиться. Это не ваше место вообще. Вы должны были у себя дома порядок наводить. Понимаете? А у вас очень большой бардак сейчас. Очень большой. Поверьте, мне сложно очень с ними общаться. Я сдерживаю иногда свои эмоции. Я попадаюсь на таких неадекватных людей, что мне очень сложно бывает просто сдержать свои эмоции. Настолько промытые мозги, что они никого не видят, кроме России, понимаете, на своем пути. Несмотря на то, что они попали в плен, к ним отнеслись очень хорошо, и их закидывали на фарш. Все понимают, опять мозги у них просто не раскрываются, у этих людей. Вас всего лишили. Все у вас забрали. Ваши богатства, ваши ресурсы, все в один карман, в одни ворота заходит. А вас просто на убой, как мясо. Ради интереса только одного человека, Путина. 70 с чем-то лет, старик. Спрашивается, что ему еще надо. Уже наполовину в могиле находится. И все не насытится. Гонит и гонит людей, и гонит на убой. Таких, как вы знаете, сколько? Тысячами. Тысячами. Больше всего, наверное, дагестанцев. И Дагестан, естественно, он самая большая республика. Наверное, из-за этого. Не из-за того, что они изъявили желание прямо сюда идти воевать. Нет, я не скажу так. Из-за того, что их по количеству больше, наверное, из всех народов дагестанцев. Там много национальностей. Есть аварцы, есть таргинцы, есть лакцы, есть нагайцы, есть кумыки, есть лезгины. Прямо многонациональная такая республика. И из всех таких национальностей по чуть-чуть так и собирается здесь. Видел, наверное, всех представителей Кавказа, и осетин, и, естественно, чеченцев. А условия нормальные вообще в санчасти? Да, конечно. Условия хорошо. Принимает быстро. Даже в 3 часа ночи, если у кого-то там по скорой, там на санчасть будет. Представь себе. И такое бывало. Вот это уровень. Хирурги есть и так. Просто нет слов. Вообще без комментариев. Даже я не знаю, что сказать. Те, которые сидели в тюрьмах в российских, они видели разницу. Ту разницу, те отношения в России, в российских тюрьмах, и то отношение, которое сейчас к ним показывают в лагерях Украины. Понимаете? Они разницу почувствовали, видят этот высший уровень. Многие среди вас есть, кто сидели на зонах в России, правильно я понимаю? Но же вы сами понимаете, как за вами Родина смотрела, как ваша Родина вас содержала на зонах. И как вас содержит сейчас та страна, к которой вы пришли с оружием в руках.
разницу почувствуете. Это наглядный пример, это и время для того, чтобы образумиться реально. Делю на категории обязательно. Это в начале интервью, когда я, до камеры, когда начинаю общаться. Я уже начинаю понимать, что за личность сидит передо мной. Когда я задаю первый вопрос, откуда вы, с тюрьмы или свободы, и он говорит, с тюрьмы, я уже говорю, ага, меняю уже тактику. Следующий вопрос, по каким причинам там убил человека или украл что-то, а все. С этим понятно. Я понимаю, как с ним уже нужно разговаривать, понимаете, подход какой. Если человек просто был мобилизирован, не был в тюрьме, за ним нет никаких грехов там, уже к нему уже, наверное, уже изначально понимаю, какие вопросы перед ним ставить, какой подход к этому человеку. А по национальностям я, наверное, не ищу никакого подхода. У нас как бы кавказцы очень похожи по эмоциям, по характеру, там, горячая кровь, само собой. И чеченцы, и кабардинцы, и дагестанцы, все это наши народы. Я неотъемлемая часть Кавказа. Это все наши братья. По Кавказу и по исламу все, они мои люди, понимаете? Я их за своих считаю. Мне за всех, в общем, за всех стыдно. За всех. За таких же и кадыровцев, чеченцев, которые там сидели в тот момент. Сам ты планируешь обратно возвращаться, если тебя отпустят или обменяют вообще? Мне вообще даже желания нету больше. Даже если погонят, я просто на своем стоять буду, но если мне это не интересно уже. Ну, ты же понимаешь, что это не наша война на самом деле. Ну, конечно, это не наша война. Да. Это мы в общем так говорим, наш посыл. Абсолютно. Не ты ее начинал. Ну, она несправедливая война вообще в общем. Я согласен с тобой. Мы и там участвовать не должны. Сдаться – это не унизительно, с моей точки зрения. Любой может сдаться в плен. Это обычное дело. По разным обстоятельствам человек в плен попадает, поэтому это совсем не унижение, ну и не героизм, как, по-моему, прямо вот показывать. Тем более, если ты с российской стороны пришел сюда. Наверное, наоборот, для нас сегодня это поощрительно. Если человек пришел, сдался в плен, для нас он герой сегодня. Ну, я смотрел, у вас вроде бы условия хорошие. Здесь? Да. Нет, здесь условия вообще хорошие в этом лагере. До военнопленных вообще как на курорте. Вот мой барак. Вот пусть расскажет о своем бараке. Вот здесь живет наш чеченец. Это у нас беседка. Мы Вот здесь беседка, отдыхает здесь. отдыхаем. Окна, заметьте, ни одной решетки на окнах. Пластиковые, все окна пластиковые. А вот эти шкафчики для чего? Ну, здесь все хранят личные вещи. Представь, личные, посмотри, личные вещи там. Сахар, магар, прикинь. Чай, Тут все, что вот представь себе, прикинь. в магазине Это ж вообще- покупаем. Это же вообще, представь себе. Чайник у кого личный там, отдельно чай заварить, представь себе. Человек, который сдается в плен, он с лагеря даже начинает понимать, что он стал свободным человеком. Почему? Объясняю. Потому что Украина показывает отношения прямо с лагеря к военнопленным. То есть отношения на высшем уровне. Начиная с туалета, заканчивая до столовой. Для инвалидов военнопленных что придумали, что сделали? Чтобы на коляске смог подойти. Смотри, ручка. Это как по гражданке везде вот. То есть, прикинь. А, кстати, на русских, вот на зонах русских вообще двери даже они не ставят. Даже стен нету. И все видно. Даже двери закрывать не дают. Даже для них все предусмотрели так. И ручки поставили, и двери, и кафель. Ну, абсолютно все. Даже в туалете даже цветы поставили. На полу посмотри, как убрано. Стены посмотри, какие белые. Ставь себе. А вот эти перила, это типа для раненых это предусмотрели. Да? Представь, даже для раненых, что предусмотрели. Вот. Это люди, те, которые пришли воевать против Украины. Представь себе. Люди, которые пришли воевать
против Украины, были ранены. Для них они сделали перилы, чтобы им легко было передвигаться. А свет какой, посмотри, лампы. Обычно на зонах лампы специально тусклые делают, чтобы постоянно давить психику человека. А здесь смотри, какие лампы поставили. Посмотрите их спальные места, их полотенца, их вплоть до того, что сушилки. У них даже сушильные комнаты есть. У них нет решеток на окнах. Их столовые, как их кормят. Понимаете, это просто отношения просто на высшем уровне. Но увидели люди отношения прямо с лагеря. И понимают просто, что они стали реально, почувствовали даже сидя в лагере себя какими-то свободными людьми, за людей себя начали считать, понимаете? Я лично вот здесь сплю. Вот, смотри. Просто обрати внимание на эту чистоту и порядок. Да, конечно. Покажи свое место. Ну, я прям Вот здесь ты сплю, спишь, да? На этой кровати. Ага. Ну, к мусульманам, как и ко всем относятся, вообще не мешает им ни молиться, не читать своих мусульманских книг. У тебя литература есть? Ну, это про пророка Мухаммада. Вот, посмотри. Давай посмотрим. Смотри. Гордость вселенной. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, жизнь и деятельность. То есть этот человек, это пример для подражания нашей мусульманской умме. И как Аллах сказал в Коране, «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». И был для вас в пророке прекрасный пример. Эта книга запрещена вообще в публичной продаже на российских прилавках. Она почему-то в лагере для военнопленных в Украине находится, и он ее читает. Коран это очень важно. Коран он переведен с арабского на русский. С арабского на русский. Бисмиллахир-рахманир-рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Тот же Коран. Коран, естественно, не запрещенный, но он есть у него, он его читает, понимаете? Он молится, у него есть коврики для молитвы. Ему никто не запрещает. У него есть времена для молитвы. Все условия есть. Чистота, порядок, время для молитвы. Также и для христиан есть. Те же условия, что и для мусульман. Украина тем самым показывает разницу между государствами. Свою человечность в первую очередь. Наверное, украинцы не должны были огорчаться этим. Должны были, наоборот, чувствовать себя, чувство гордости, какое-то чувство чести, понимаете, достоинства. Они не потеряли эти качества. Честно, пожелание у меня одно – поскорее домой вернуться, и все. Больше нету. Проходя через эти испытания, они и сохраняют их в дальнейшем. Мир-то видит все. Мы это публикуем, показываем, обнародуем везде. Понимаете, разницу? Это очень важно, на мой взгляд, вот это отношение, понимаете, с военнопленным. Ну, ты же понимаешь, что русским до нас дела не будет никогда. Русский всегда был нашим врагом и остается всегда в истории. Мы им нужны для того, чтобы мы вот эту работу исполняли. Самую черную, унизительную, где будет ставиться в истории клеймо не только на одного человека, а на целый народ. В современном мире это нормально. Оно должно так работать. А то, что Россия не придерживается этих правил, это их проблема, понимаете? Тем самым они показывают свою грязную сторону. Поэтому мы с нашей стороны, вот как мы ичкерийцы, можно сказать, чеченцы с другой стороны, мы пытаемся другую сторону показать тоже. И это очень важно, показать всему миру и украинскому народу, что нет, мы чеченцы, настоящие патриоты и идейные люди вот здесь. Мы никогда не вторгались на чужую землю и никогда об этом не подумывали. Поэтому нас это не должно огорчать. Это правило общее, которое соответствует даже и Женевской конвенции тоже.
что и соблюдает Украина сегодня. Мы стремимся вот к этой правильной жизни вот через это, проходя вот через эти испытания. Да, это нелегко, это сложно. У нас есть свои планы, и это планы освободить свою родную республику Ичкерия, чтобы нам русский не был указом, чтобы нас вот так насильно не гнали на чужую войну. Но это наш путь к свободе. Наш путь к свободе. То есть через такую справедливость мы завоевываем доверие и стремимся к своей победе.